Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что спешит торопиться в вашу жизнь? Кто спешит торопиться в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, начнем мы с приезда какого-то человека. Не могу сказать, мужчина либо женщина, но человек уже в пути, уже в дороге. Вы будете вершить судьбу этого человека. Либо этот человек едет за вашим решением. У кого-то состоится разговор непростой. Перед кем-то это, возможно, человек виновник в чем-то. Да, человек может там просить прощения и говорить: я там полагаюсь на тебя, вот как ты решишь, так и будет. Человек уже в пути, уже в дороге. Человек не предупредит о том, что приезжает, либо предупредит в самый последний момент, что вот я рядом стою за дверью, открывай мне дверь. Такой момент присутствует. Человек прям напуган, растревожен и полностью полагается на то, что вы добрая, на то, что вы, например, любите, на то, что вы простите. Да, такой тревожный персонаж вышел. Какую-то пятерку он вам в прошлом причинил, либо она. Может быть, какие-то неприятности, неприятный разговор. Может быть, вы поссорились. Может быть, этот человек вообще пропадал из вашей жизни. А теперь вот возвращается для того, чтобы вы вершили его судьбу. У человека только одна мысль: вот лишь бы она мне не отказала. Я, не знаю, там, из шкурки выпрыгну, буду уговаривать, умолять, упрашивать, лишь бы она мне не отказала. Но опять же, да, у всех по-разному отыграется. По разной причине может этот человек быть на вашем пороге. Но основной момент — это то, что было негативное между вами в прошлом. Так, следующее. Здесь, скорее всего, разговор с каким-то человеком, очень похожим на начальника, либо человека, который занимает высокую должность. Разговор будет очень интересный для вас. Здесь будет ваш интерес и интерес к вам. Но ваш интерес заключается в деньгах, в наличных, в кэше, да, в возможности заработать. А интерес того другого человека заключается именно в том, что вы умеете делать, либо в том, что вы умеете делать лучше, чем другие. То есть взаимный интерес, разговор, и вы о чем-то договоритесь. Интересно то, что вы не ждете никаких предложений. Вот вы сейчас сидите и думаете: ну а как, кто это может быть? Кто со мной будет говорить? Я там самый рядовой сотрудник, либо я скоро на пенсию выхожу, либо я уже на пенсии, да, кто со мной будет говорить? Вот для вас будет полной неожиданностью, что этот разговор состоится. И прям с первых слов у вас прям живой интерес будет к этому человеку. Выгодный, знаете, как выгодный разговор. И вам будет выгодно, и этому человеку будет выгодно. А то, что вы там сговоритесь, договоритесь, заключите соглашение между собой, обоюдная выгода идет. Обоюдная. Так, здесь у меня женщина пострадавшая. Женщина спешит к вам, чтобы в чем-то вам поплакаться. Ей нужно утешение. Утешение, она вся такая расстроенная, растрепанная, будет вам о чем-то говорить. То, что она вам будет говорить, сразу делите на два. Она под впечатлениями, она на эмоциях, она не может оценить эту ситуацию так, как есть. А вы, пожалуйста, тоже там не пытайтесь ее расспрашивать, потому что у нее действительно сердце болит, душа болит, и ей очень плохо. Можете ей помочь, утешить? Окей, замечательно. Расспрашивать, бередите ее раны не стоит. И знаете, что она либо искажает информацию, не специально, да, бывает такое на эмоциях, человек просто искажает, что-то показалось, что-то она не так поняла. Либо, в принципе, она не совсем, не совсем правильно все это оценивает. Такой момент есть. Так, еще девушки, женщины. Здесь какой-то кавалер прям такой огромный нарисовался в шапке. Либо он шапку постоянно какую-то носит,
Например, доктор там носит шапочку, там, полицейский, да, у них же тоже головные уборы. Либо он любит ходить в шапке, то есть это может быть бейсболка, может быть панамка, да, какой-то головной убор на нем. Но эта шапка, она не просто так тут прорисовалась. Здесь еще говорится о том, что он очень умный человек, очень умный, очень опытный, очень знающий человек, знаток какого-то дела, либо в чем-то он прям знаток, профессионал. Умный человек. Плюс человек хорош собой. За человеком бегает какая-то женщина, а он смотрит только в вашу сторону. Здесь либо взаимный интерес, либо человек уже прям проявляется в вашу сторону. Пусть вас не смущает та женщина, которая за ним бегает. Он к ней абсолютно равнодушен, он ее держит по левое плечо, по левую руку. То есть она как в прошлом, либо все с ней закончено, либо она в принципе неинтересна, он хотел бы ее оставить в прошлом. У него правая рука в вашу сторону поднята, то есть он вам правой рукой будет что-то предлагать, например, познакомиться, сходить на свидание, возможно, там, помириться, да, сойтись, вместе проживать, замуж за него пойти в конце концов. Ну, прямо смотрит на вас и правую руку вам свою дает с каким-то предложением. Так, человек сам по себе, кстати, еще очень такой матерый лис, хитренький. Он знает, как жить, он знает, как жить хорошо. Он знает, как найти подход, либо решить любую ситуацию. Вас очень, кстати, удивит, насколько он шустрый, насколько он ловкий и как он быстро найдет к вам, подберет ключик, да, к вам найдет, подберет, у кого как отыграется. Но человек стоящий, обратите внимание. С таким человеком нужно общаться, дружить. А если вы еще и свободны, ну, прям красота, девочки, красота, жених. Настоящий жених. Так, следующий момент связан с непростым решением. Непростое решение по поводу вас. Кто-то принимает непростое решение по поводу вас. Знаете, как будто бы один человек за вас, а два человека против вас. И они постоянно спорят об этом. Спорят, какие-то аргументы, какие-то разговоры, сплетни, да, какие-то досужие выдумки. Что-то происходит у вас за спиной, а у вас щеки горят, вы не знаете, вы не понимаете, либо вы до конца не понимаете, что происходит, а щеки постоянно горят, постоянно то ухо дергает, то щека горит. Да, люди спорят за вас, какое-то решение по вам принимают. Смотрите, что вижу. Тот, кто один, он вас отстоит. Либо он добьется того, чего хочет для вас. Что-то положительное прям произойдет. Этот человек вам сам об этом скажет. Скажет, скорее всего, либо через телефон, либо какая-то смс-ка придет. Да, что вот приходите туда-сюда, ваш вопрос решился. Ждите, вот самые ближайшие дни кто-то отстоит ваши права, либо кто-то отстоит свой интерес к вам. Но знайте, против вас было двое. Так, еще... Здесь у меня рыбалка удачно идет. Рыбалка, ну это работа, это заработок, это возможность заработать очень удачно. Причем вы не готовитесь, либо вы об этом не думаете, оно как само по себе произойдет. А может быть даже кто-то вам подсказочку даст, да, куда вам пойти, к кому вам обратиться. Либо если вы занимаетесь каким-то сервисом, да, принимаете людей, например, вы мастер, не знаю, там, маникюра, вы массажи делаете, вы как-то с людьми работаете, да, кто-то прям на вас рекомендацию хорошую даст, и к вам придет человек, который щедро с вами, например, расплатится, либо несколько сразу человек придет. То есть удачно порыбалите, хороший знак. Здесь возможность что-то получить, но для этого нужно будет куда-то сходить, либо куда-то съездить. А вам почему-то не хочется. Не хочется, и вы думаете, да ну, не стоит, не поеду, не пойду. И вам будет звоночек, вас как будто бы персональный человек пригласит, скажет, пожалуйста, приезжайте, мы именно вас и ждем. Да, человек как почувствует, что вы не хотите идти. Смотрите, вы пойдете, и вы не пожалеете. Вот вы туда как будто бы с пустыми руками идете, а назад возвращаетесь, и у вас руки полные, заполненные, что тяжелое будете нести, тащить домой. Причем очень довольная.
боритесь со своей ленью. Да, ваша лень вам тут все чуть не испортила. Не ленитесь, посещайте разные места, особенно если речь идет о помощи, либо, ну, в принципе, даже если общение, если вас приглашают пообщаться, надо ходить. Надо ходить, и даже не просто для того, чтобы получить, а для того, чтобы разнообразить свою жизнь. Так, следующий момент. Здесь кто-то будет вызывать вас на поединок, на какая-то провокация будет происходить. Мне показывают женщину, которая... Но она хочет самоутвердиться, что ли, за ваш счет. Может быть, кстати, вражина, может быть, соперница. Как будто бы она вам вызов бросает. Но она глупенькая, она не знает, что вы ей быстро рога пообломаете. Здесь вам придется с этой женщиной в какую-то стычку войти. Она вас будет трогать, а вы будете себя защищать. И при этом будут какие-то свидетели всему этому, которые потом эту женщину будут клеймить как шельму. То есть они будут рассказывать, какая она глупая, агрессивная, дурочка. Да, они прям распространяют эту информацию. А про вас будут говорить обратное, что вы очень благородный человек, что вы сильный человек, что вас, наоборот, трогать нельзя, вы за себя умеете постоять. Какой-то выпад вашего недоброжелателя, недоброжелательницы в вашу сторону идет. Но вы его очень успешно отобьете. Плюс это еще станет достоянием общественности. Так, следующий момент связан с интернетом. Интернет по интернету. Кто общается в интернете? С мужчинами, женщинами, неважно, кто меня смотрит, да, общение в интернете есть. Тот, кто с вами в интернете общается, он вам какой-то подарок отправит, посылку, подарок. Кукуруза вообще нарисовалась. Но это что-то ценное, это что-то важное, это что-то полезное. Да? Причем человек вам ничего не скажет, а для вас будет сюрпризом то, что для вас пришла посылка. Либо пришли какие-то, может быть, даже денежные переводы. Прям сюрприз для вас готовит. И даже, возможно, и не признается, что это он отправил. Ну, либо она, смотря с кем вы общаетесь, кто меня смотрит. Да, человек очень хорошо к вам относится, знает, что вы гордая, либо гордый, если смотрят меня мужчины. И вот таким образом, тайным образом будет для вас что-то хорошее делать. Так, здесь у вас фонтанчик прорывается, ну, правда, пока маленький, но все впереди, все замечательно. Это прорыв, прорыв какой-то ситуации, прорыв в каком-то деле. Знаете, как будто бы время пришло этого прорыва. Долго ситуация была замороженная, похожая на болото, ничего не двигалось, ничего не развивалось, и что бы вы ни делали, была полнейшая тишина. А теперь, смотрите, начинают эти маленькие струечки в разные стороны течь, и дело движется с мертвой точки. Причем движется в очень правильном направлении, в направлении окончания этой ситуации, завершения. Причем завершение для вас позитивное. Да, вот здесь как время пришло. Так, у кого мама очень беспокойная? Мама, либо бабушка, может быть, сестра старшая. Ну, тут не женщина, которая старше, чем вы показали. Может быть, подруга даже, да, которая относится к вам как мама. Беспокойная женщина. Она без предупреждения придет к вам. Здесь желание благородное, вам помочь, вас поддержать. Не знаю, почему-то за вас очень сильно беспокоится. Видите, такая женщина в возрасте склонилась над вами, как над маленьким ребенком. То есть хочется помочь вам, хочется вас поддержать. Без предупреждения, прям заставит вас врасплох. Не ругайтесь с ней и пустите ее, пожалуйста. У нее благие мысли по отношению к вам. Так, и еще у вас идет какое-то предложение по поводу каких-то знаний, навыков, опыта. Предложение. Либо вам будут предлагать, либо вы найдете какое-то предложение неожиданно для себя. Может быть, вы в каком-то тупике, вы не знаете, чем вам заняться, куда вам пойти, где себя реализовать. И вот как случай вас приведет, выведет, вернее, на такое предложение. Так, и еще один очень важный момент связан с каким-то вашим желанием. Желание, о котором знает тот, кто вас любит. Вот у вас есть желание, и тот, кто вас любит, знает об этом желании.
человек будет прилагать максимум усилий для того, чтобы это желание у вас осуществилось. Но при этом человек до последнего либо в тени будет стоять, либо так до конца и не признается, что благодаря вот мне, любимое твое желание исполнилось. Но вы будете догадываться, вы будете сопоставлять события, факты, вы догадаетесь. А человек не захочет признаваться. Важно, вот, чтобы вы улыбались, чтобы вам было хорошо. Это не стечение обстоятельств, это действительно втайне от вас подготовленное ваше желание, и у человека цель увидеть вас счастливой, увидеть вашу радость. Это очень хороший положительный момент. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.